чтоб духа твоего не осталось. Прочь, прочь, сгинь, сгинь, и чтоб духа твоего не осталось. Где-то вихрем мчалось время, а в нашем ауле ползло черепахой. Где-то был мир и покой, радость. А здесь словно остановилась жизнь. Уходите, уходите. Хозяину покой нужен. Хозяину нужен покой. Идите, идите. Пусть только Мамед Ага скажет. Отдаст он за меня Айгуль. Тогда стану искать ее. Если не отдаст, ну зачем мне? Для кого-то спасать Айгуль. А если Иламан спасет Айгуль, а Мамед Ага не отдаст Айгуль за него, так, может, за меня отдаст? Ай! Не отдадут за тебя! Айгуль! За меня отдадут! За меня! За меня! Айгуль, где моя сестра? Не отдам! Не отдам! Моя будет Айгуль! Моя! Не отдам! Я спасу ее! Я спасу ее! Я спасу ее! Не отдам! Не отдам! Не отдам! Он весь наш аул разорил. Ну и силище у него. Ты что, боишься? Можешь не ходить. Я как все. Ну что, идем? Подожди, может, кто боится? Я ничего не боюсь. Тогда ждать больше некого. Держи книгу. А мне давай палку. Пошли. Идем, идем! Верблюды нашлись, верблюды! Куда скачешь, Дэв? Остановись! Я должен сразиться с тобой! Сейчас сила на твоей стороне. Ты людям много горя принес. Но придет день, и ты будешь повержен. Ты здесь.
плетешься? Сидел бы лучше дома. Всю дорогу спит на ходу, словно бай на широкой постели. Смотри, Дэв, где? Отдай палку. Смейтесь, смейтесь, я вам это припомню. Замрите! Смотрите, кобра! Пошли в обход. Не пускает. Не уходит. Что будем делать, а? У меня есть кусочек халвы. Змея никогда не ест халву. Она мышей толстых любит. Что ты на меня смотришь? Ну что ты злишься, змея? Чем мы тебе помешали? Хочешь греться на солнышке? Грейся. Мы же ничего плохого тебе не сделали. Пропусти. Зря не уговоришь. А помните, Айгуль нам читала, что доброе слово даже змея услышит. Верно. Не злись, ты хорошая. Послушай, может быть, у тебя тоже есть где-нибудь сестра, как у меня? Ты должна нас понять, змея, и пропустить. Сейчас кинется. Ой! Мою сестру похитил Дэв. Надо нам спасти ее. Чем тут шипеть, ты бы лучше нам помогла. Ой, смотрите, у нее хвост прижат. Да она как в западне. Оттого и такая злая. Тогда пошли, чего стоять. Зря только боялись и дрожали. Она теперь не страшна. Ты что? Ее надо освободить. Поднимайте. Выше. Выше. Поползла. Ты пришел. Я ждала. Знала, что ты придешь. Мурат! Мурат, это ты? Да! Это я! Тише, не кричи. Где ты? Я здесь. Только не называй имени моего. Вдруг кто-нибудь услышит. Я тут всего боюсь. Теперь уже не бойся. Я пришел освободить тебя. Я сейчас, подожди.
Держи. Конец веревки крепче крепи за камень и спускайся скорей. Спускайся! Ну что же ты? Что случилось? Я боюсь. Смелее! Смелее! А может мне подняться и помочь тебе? Нет, нет, я сама. Ты кто? Я Мурат. Нет, ты не Мурат, не Мурат, ты обманщик. Где мой Мурат? Я думала, это он пришел. А где он? Это я тебя спрашиваю, где он? Не знаю. А может, Дев, мой мучитель, подослал тебя? Не кричи, услышит. 3 года. Каждый день он заставляет меня умирать и вновь воскресает на муки. Дай мне сказать. В чем ты меня обвиняешь? Но зачем мне обманывать тебя? Разве я виноват, что и меня отец с матерью назвали Мурадом? Что и у меня Дев украл невесту? Так может, твою невесту зовут так же, как и меня? Нет. У нее другое имя. Самое лучшее из всех. Но ты еще не узнал, как зовут меня. Лунный свет. Она так же прекрасна, как луна. Вот как ее зовут. А мое имя Гуль-Джамал. Значит, цветок. Ну что ж, прощай. Гуль-Джамал, а ты не видела Айгуль? Где злой Дев прячет ее? Айгуль? У Дева других пленниц нет. Как нет? А где же Айгуль? Не знаю. Ищи ее! Эй, Гуль-Джамал, куда ты? Спускайся! Спускайся! Зачем же ты возвращаешься к Деву? Как зачем? Ты же не за мной пришел. Буду ждать своего Мурада, пока не умру здесь от горя. Гуль-Джамал, спускайся! Я сначала помогу тебе и пойду дальше искать мою возлюбленную Айгуль. Твой Мурад тоже где-то ищет тебя. Он, наверное, как и я, заблудился где-то в пути. Айгуль твоя, она для тебя самая красивая, да? Самая добрая, умная, да? Где ты видела ее? Она жива? Умереть она не может, если у нее есть такой, как ты. Должна дождаться. Почему ты не хочешь, чтобы я сейчас... Мурат, лучше я сама помогу тебе. Слушай меня. Ты спрячься здесь где-нибудь. А вернется Дев, я постараюсь как-то выспросить у него, где твоя Айгуль. Ведь Девы знают друг друга. А этот Дев не умертвит тебя? Я же сказала, он каждый раз вновь возвращает меня к жизни. Спрячься и жди! Каких только нет ухищрений у зла, наделенного колдовскою силою, каких только страданий не придумано. Но во все времена не это удивляло людей, а другой. Как разгадываются коварные хитросплетения, откуда берутся у простого смертного волшебные силы, даже если на победу нет никакой надежды. Девушки, почему нас здесь приковали? Сейчас снова, как и в тот раз, я теряю силы. Мне совсем нельзя покидать родной аул. Хочу домой.
Ты плачь. Плачь, тебе станет легче. Плачь. Не то прискачет злой-призлой Дев. И если бисера не будет, то... Прискачет? И что? Пусть прискачет. Я не хочу плакать. И не буду. Смотрите, очаг дымится. Туда заходить не надо. Пройдем мимо, вот и все. А может, там живет кто-то? Может, Чабан? Ну где же его овцы? Нету. А вдруг он нам скажет, где найти Дева? Ты ведь не знаешь, и ты тоже. А кто пойдет? Кинем жребий. Не надо. Мою сестру унес Дев, а не вашу. Так что пойду я. А вы ждите. Аман, если что, зови нас на помощь. Салам алейкум. Доброго здоровья и долголетия. Кто там еще? Ой, кто это тревожит меня? Никакого покоя. Стой! Ты как сюда попал? Зачем пожаловал? Ай, что тебе от меня надо? Ай, никакого уважения к моим годам. Я уважаю, только разве тебе не надоело тут жить вдали от людей? И разве ты не обрадовалась гостю? И ты еще сомневаешься, а? В моем гостеприимстве, а? Сомневаешься? Боишься? Нет. Не боишься? Вырви из моей головы все волосы! Надоело ходить лохматой! Хорошо. Вытащи всю шерсть из моего одеяла и разметай по ветру! Хорошо, могу и это сделать. Только не один, а с товарищами, чтоб побыстрей. Пойми, уважаемый, нам некогда, у нас нет времени. У нас нет времени. Товарищи? А что это за товарищи? Эй, идите сюда! Сюда идите! Не бойтесь, она добрая.
Что это? Неужели Айгуль отшельница? А помните, о ней читала наша Айгуль? Да, отшельница. Захочет добрая, захочет злая. Идемте. Из сказки она веселой была. И была молодой. Ее тоже злой Дев утащил. Она там всю жизнь плакала. Слезы превращались в алмазы, драгоценные камушки, бисер. А когда все глаза выплакала, старой стала, Дев прогнал ее. С тех пор живет отшельницей. Даже имя свое забыла. Зеркальце и гребешок. Она что, злится? Да, злюсь. Мы так не договаривались. А? Да, ты снарядился как воин. Доспехи, оружие. А что? Дев, как только увидит тебя, испугается. И в тот же момент испустит дух. А как же? Он! Не буду больше! Исчез. Эй, Джигит, вставай, поехали. Нет. Ой. Поехали. Нет. Не хочешь, как знаешь. Не буду. Эй, куда ты? Дев там. Ну, нравится? Ну ладно, говорите.
Зачем пришли? Мы идем спасать мою сестру, ее унес Дев. А дороги не знаем. Дорогу? Дорогу-то не всякий отыщет. Главное, попробуйте проникнуть в пещеру. Только незаметно и тихо. Значит, в пещеру? Да. А почему незаметно? Чуткие ступени и колокольцы к ним землю прошли. Из-под земли к ним тянутся невидимые нити. Подскажите дорогу. Это сейчас для нас самое важное. Подскажите. Не подскажете, погибнем. Неужели вам совсем не жалко нас? Мы еще такие маленькие. Если маленькие, возвращайтесь домой, пока целы. И будем мы лежать мертвые. В степи всегда отыщутся звери и птички, которые сумеют похоронить вас. Энеджан, но мы же выполнили ваше задание. Идите к Черной горе. Энеджан, спасибо, спасибо. Пошли, ребята! Только не забудьте о пещере и колокольцах. Что ты мечешься? Иди ко мне. Иди. Кис-кис-кис. Вот так. Успокойся. Тише, тише. Тише, я поняла. Дэв возвращается. Вот и хорошо. Не надо волноваться. Вперед! Это я! Юджамал, где ты? Ну, решила? Никогда я не буду твоей женой. Я невеста моего возлюбленного Мурада. Станешь женой моей, и все, что ты здесь видишь, твое. Все эти несметные сокровища от пещеры до крепости будут не только мои, но и твои. Принимай подарки. Вот первый. Второй нет, это мне. Вот, мало? Вот еще! Еще! Согласна быть женой мне? У тебя будет власть, у тебя будет богатство. Это тебе власть, богатство. Зачем тебе столько всего? А что? Что бы ты хотела, говори. Я свободы хочу. Отпусти меня. Нет, нет. Опять за свое? Тогда ты снова будешь наказана, и все останется как есть, пока не согласишься.
Подожди, дай мне немного подумать. Можно я сегодня умру сама? Потом очнусь и отвечу. Хорошо. Иди. Как тебя зовут? Не помню. Кажется, лунный свет. Ты тоже Айгуль? Я все забыла. Пройдет время, и я, наверное, тоже, как она, забуду, кто я, откуда родом. Забуду имя мое, отца, брата. Неужели забуду и того, кто поцеловал меня, пастуха Мурада? Нет, не будет этого, не будет. Девушки, нельзя нам отчаиваться. Знаете что? Давайте отгадывать загадки. Что такое без языка, а говорит? Без ног, а бежит. Как же это называется? Может быть, это такой мокрый, прозрачный, бежит в моем ауле, журчит, с гор спускается в долину. Ну, вспоминайте, вспоминайте. Это забыла, все забыла. А это что? Жевать не жую, а все пожираю. Всю жизнь ем, а с голоду умираю. Что же это такое? Может быть, это что под нашим казаном горит? Еще загадка. В небе родился, в земле схоронился. Наверное, это его зовут, его ждут, а придет, прятаться начнут. Устал я. Не хнычь. Отдохнем, ребят. Отдыхал уже, Это хватит. черная гора где-то тут должна быть. Сейчас бы скатерть, сачак, самобранку. Пить хочу. Во рту пересохло. Все хотят. Терпи. Все, не пойду дальше. Подсадите меня. Ну что, не видно? Ребята, колодец! Где? Бежим! Скорей! Давай руку. Там ничего не видно. А как достать воду? Да подожди ты, там, наверное, воды-то и нет, вся высохла. Надо бросить камень, вот и все.
Дайте я брошу, я брошу. Отойдите от колодца. Чего ты боишься? А может там Дев? Вдруг выскочит. Да ну тебя. Бросай. Бросаю. Вот это да! Может, это и есть вход в пещеру? Ты что смеешься? А ты-то сам какой! Ну ты еще Эй, змея, та самая! Бежим за ней! Она нам путь указывает! Правильно. Вы все вспомнили, все разгадали. А теперь последнее. Что бьют палками, мнут камнями, жгут огнем, режут ножом? Это самое вкусное на свете. Это все люди любят. Верно. А говорите, все забыли. Теперь будем каждый день загадки загадывать, рассказывать сказки, и память вернется. Ах, как хотела бы я выбраться отсюда и напиться из ручья, погреться у огня, умыться дождем и отведать самого вкусного хлеба, какой пекут только в нашем ауле. Девушки, я вспомнила, ведь меня тоже зовут Айгуль. Дев, ух, так и убила бы тебя. Дев, где твоя душа? Вот я человек, и моя душа во мне. А твоя? Отстань. Для чего тебе это знать? Я спать хочу. Если ты хочешь, чтобы я была твоей женой, у тебя не должно быть от меня никаких тайн. Твоя жена должна знать все. Ты можешь забыть, где твоя душа, а я напомню. Никогда я этого никому не скажу. Никогда, никогда? Только если сон сбудется во сне, и в третьем сне мне приснится. Ну, хорошо. Скажи тогда, где ты прячешь Айгуль? Где лунный свет проливается серебристым бисером. Ах, как, наверное, там красиво. И, наверное, рядом с этой красотой и твоя душа. Лунный свет, серебристый бисер. Нет на свете ничего прекраснее. Сон сбудется во сне. И в третьем сне приснится.
что твоя душа в надежном месте. Да-да, в надежном месте. В Черной горе. В Черной горе, В пещере. в пещере. А душа? Душа моя в склянке. В склянке. А склянка? А склянка под водой. Под водой. Под камнем. Под камнем. А спи, Дэв. Спи, спи. Не буду мешать. Тебе снится только первый сон. Мурат! Вот и я. Тебя не было целую вечность. Где Айгуль? Ты узнала? Да, сейчас спущусь. Ну, чего же ты? Прыгай, прыгай! Так. А его-то зачем? Поедет с нами. Я с ним не расстаюсь. Едем, скорее. Эй! Эй, эй, вперед! Вот вход в пещеру. Спасибо тебе, змея. Там ничего не видно. Дым. Так, слушайте меня. Может, придется драться. Всем надо быть готовыми. Поняли? Поняли. Да, мы готовы. Вперед, в пещеру! Звенят, что делать? Отшельница, помнишь, говорила о колокольцах? Пойдем, пусть звенят. Ой. Эй, Дэв, поосторожней! Ты думаешь, я мальчик? Я лев, пожирающий девов! Я нарочно превратился, чтоб ты не узнал льва! Я проглочу тебя, и косточек не останется! Вот! Эй, не смей! Не смей! Не смей! О, да ты на цепи! Ты злой Дэв тебя заковал! А меня зовут Аман, теперь я вижу. Ты добрый, хороший, ничуть не страшный Дэв. Я давно мечтал о встрече с таким Девом. Ты хороший, ведь на свете бывают не только свирепые Девы. В сказках об этом говорится. Чу! 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 Чу!
Чу! А ты не дашь мне чего-нибудь поесть? Утром Курбан дает мне на завтрак чурек и молоко в кувшине. Правда, я не люблю пенки. Знаешь, такая сверху. Но я могу выпить молоко, не трогая этой противной пенки. Я могу съесть круглый чурек, не ломая края. Не веришь? Я бы мог показать, если бы ты угостил меня. А в пещере все звенит. Колокольца здесь везде-везде. И на потолке тоже. Что же тут спрятано? Что это? Может, это... скатерть-сачак. Ты хочешь, чтобы я вспомнил волшебные слова? Ты что молчишь? Какой ты неразговорчивый. Это правда скатерть-сачак? Насытить каждого голодного? Она может дать и горячий плов, и свежий чай. Ну что ж, попробуем. Эй, скатерть-сачак, не давай шурпу, не давай халву. Не нужны мне ни курт, ни кишмиш. Дай то, что задумал Дэв. Хочешь посмотреть, как выпить молоко, не трогая пенки? Покажу. А теперь показать, как съесть чурек, не ломая края. Разговаривает кто-то в пещере. Наверное, унес еще одну девушку. Злой Дэв. Чу! Чу! Поняла. Успокойся. Дэв проснулся. Погоняй скорей. Чу! Чу! Оказывается, здорово я проголодался. Сегодня у нас и крошки во рту не было. Жаль, что ты не задумал орехи. Я их очень люблю. А ты, может, тоже хочешь поесть? И скатерть-сачак, не давай шурпу, не давай халву. Не нужны мне ни курт, ни кишмиш. Дай то, что задумал Дэв. Ой, как ты смешно ешь. Глотаешь, не прожевывая. Но ничего, я научу как надо. Я никогда не забуду родных. Но они забыли обо мне. Где Мурат, возлюбленный мой? Почему он сама нам не спешит освободить нас? Где она? Гюль-Джамал! Где ты прячешься? Найду!
Думаешь, меня перехитрить? Не будет этого! Не будет! Не сбежишь! Из-под земли достану! Далеко не уйдешь! Никого в пещеру. Охраняй все, что там есть. Горе тебе, если кто проникнет. Ты что? Ты что? Ну пусти меня! Ты ведь не злой! Ты добрый! Добрый Дев! Пусти меня! Быстрее! Надо отыскать вход в пещеру. Туда попал. Теперь его надо спасать. Не забудь, склянка под водой, под камнем. Отпусти меня! Отпусти! Отпусти! Аман! Ура! Ура! Он пришел! Отпусти меня! Отпусти! Айгуль где? Где Айгуль? Уходи, да он не умеет разговаривать, молчит. В воду прыгай, Аман! А в воду-то зачем? Прыгай! Тебе говорят! Там склянка! Должна быть под водой! Под камнем!
Вот нашел! Разбей! Разбей ее, Аман! Разбей? Скорей разбивай! Скорей! Мурат, ты нашел меня. А я всегда был с тобой. Злой Дев превратил меня в кота. Но разлучить нас не смог. И мы всегда будем вместе. Верность сильнее злых чар. Где Айгуль? Отвечай! Дев мой друг, Дев хороший. Дев хороший. Заговорил! Заговорил! Дев хороший. Заговорил! Хороший Дев. Аман, мы здесь. Кто на мою голову с неба свалился? Я нашел то, что потерял. Я не надеялся на чудо. Ой, Дев тоже здесь добрый! Добрый, хороший, ничуть не страшный. Идем наверх к солнцу. Это же дочь Ата-ага, Гюльджамал. Айгуль, смотри, это же верблюды моего хозяина. Ты хороший, Дев. Мы будем дружить. Правда, Дев? Ну не молчи. Ну скажи что-нибудь. Так ли это было или нет, но говорят, в те далекие времена, когда бродили по земле караваны, один добрый Дев будто бы подружился с мальчиком. Но это уже другая сказка.